На неделю раньше срока в Ленском районе ледоход стоит ожидать в начале второй декады мая. На одну библиотеку меньше в Алдане объединили семейную и детскую читальни. Многообразие устного народного творчества разных народов. Фольклорный фестиваль школьников прошел в Мирном. Это новости в прямом эфире. В студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Комплексный и серьезный подход к освоению российской Арктики окажет свое влияние и на Якутию. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев в ходе арктического форума «Арктика. Территория диалога». Впервые за многие годы на форум приехали руководители всех скандинавских стран. Как отметил Айсен Николаев, прошел интересный разговор о судьбе Арктики, о ее геополитическом и стратегическом значении. Много говорилось об экологических проблемах, и я согласен с нашим президентом, когда он во главу угла при освоении Арктики ставит вопросы экологии, потому что вопросы глобального потепления, вопросы нарушения того хрупкого баланса, который есть в окружающей среде, они, конечно же, сегодня имеют значение не только для окружающей среды в самой Арктике, но и непосредственно влияют на весь мир. Много говорилось о судьбе коренных малочисленных народов Севера, о таком правильном природопользовании, чтобы это промышленное освоение Арктики, которое идет не только в России, но и в других странах, оно помогало этим народам дальше развиваться, а не мешало их развитию. И с этой точки зрения, конечно, мы видим, что во всех странах, в том числе и в России, в этом направлении ряд таких правильных решений принимается. Много говорилось и о развитии энергетических проектов в Арктике, в том числе, конечно же, мы везде, я слушал нашего президента и понимал, что это касается, конечно, в том числе и нашей республики. Это и Северный морской путь, это и развитие новых промышленных проектов, это развитие инфраструктуры, это коренные малочисленные народы Севера. Уверен, что такая правильная, очень серьезная политика по отношению к российской Арктике, она в обязательном порядке, конечно же, и для нашей Якутии будет иметь очень большое значение. Вскрытие реки Лена в районе Ленска ожидается на неделю раньше срока. По прогнозам Росгидромета, в Ленском районе кромку ледохода стоит ожидать в начале второй декады мая. А это раньше срока примерно на 6-8 дней. По данным специалистов Иркутской области, вскрытие реки Лена на верхних участках в районе поселка Качук, а также прохождение ледохода по территории Усть-Кутского района ожидается с 16 по 24 апреля. Однако это предварительные данные, которые еще будут корректироваться. Более точный официальный прогноз вскрытия Лена Якутский гидрометцентр опубликует 16 апреля. В Алдане на одну библиотеку станет меньше. Семейная и детская читальни будут объединены в одну и расположаться на первом этаже новостройки. Вопрос с объединением и переездом решен, однако новоселье откладывается. Сначала предстоит разобраться с книжным фондом. Продолжит тему Татьяна Вахнина. Две городские библиотеки, семейная РЛ и детская, являющаяся библиотечно-информационным центром, готовятся к новоселью и к объединению. Они станут единой читальней. Новостройка по улице Гагарина была сдана в эксплуатацию в декабре 2018-го. Квартиры здесь получили железнодорожники. А первый этаж дома в рамках социального партнерства был отдан городским объектам культуры. Вопрос с объединением библиотек решен, однако новоселье откладывается. Сначала библиотекам предстоит разобраться с книжным фондом. Литературные и периодические богатства РЛ насчитывают 15 тысяч экземпляров. Формально они переданы библиотечно-информационному центру. Большая часть фонда признана ветхой. Книги будут списаны. Что-то списываем, как ветхую, как дуплетную литературу, или же устаревшую по содержанию. Оставляем новые издания какие-то. Не знаю, на месяц эта работа будет. Объединение библиотек было продиктовано необходимостью житейской. Клуб «Аист», где ранее располагалась РЛ, обрушился прошлой зимой. Едва ли в лучшем состоянии здание детской библиотеки. Сотрудники убеждены, сосуществование в одном помещении станет плодотворным сотрудничеством. Обе читальни ведут масштабную работу с детскими садами и школами. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.
Российские школы и детские сады обязали использовать при приготовлении еды для детей только йодированную соль. Об этом накануне заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Глава ведомства также добавила, что следующим шагом станет принятие закона о питании, который находится в разработке Роспотребнадзора. Согласно тексту документа, вся соль, которая продается в магазинах, будет йодированной. Ранее в Минздраве объявили, что в йодированную соль в пищу добавляют меньше 30% населения страны. При этом среди россиян распространены заболевания, которые связаны с дефицитом йода. Ученики школы Якутска стали участниками национального исследования качества образования по физкультуре. Исследование инициировал Рособорнадзор страны. Ученики 6 класса 31-й школы показали гимнастические элементы, продемонстрировали свои навыки в баскетболе, волейболе и технику выполнения упражнений из комплекса ГТО. После практического этапа ученики заполнили анкету. По плану в октябре намечается проверка по технологии. Добавлю, что в стране проверочные работы качества образования проводится уже 5-й год. Среди других предметов, которые проводятся, апробирование, тестирование, знание, умений, идет довольно хорошо, отлично, отработано хорошо. А вот именно по оцениванию двигательной активности учащихся, как бы это впервые у нас проводится, есть эксперты, которые фиксируют по 3 критериям. Это критерий выполнено легко, в скобке можно говорить уверенно, и пространственно точно. Это значит технически правильно. В Якутске стартовал республиканский турнир по хоккею памяти Михаила Свиридова. В турнире принимают участие мужские команды свыше 40 лет ветеранского состава. Это 7 команд из Якутска, Намского, Алданского, Ленского и Усть-Алданского районов. Стоит отметить, что с каждым годом участников соревнований становится все больше. В этот раз команда Ленского района участвует в этом турнире впервые. Но, по словам спортсменов, они подготовлены более чем когда-либо. Ледовые баталии будут продолжаться 3 дня. Результаты соревнований станут известны 12 апреля. В прошлом году у нас чемпионами была команда города Якутска. В принципе, они в этом году очень хорошо подготовлены. Основной костяк – это команда ветеран. Они в этом году победители город по ветеранам. Также выиграли Кубок Евбора, республиканские соревнования. В принципе, готовы и к победе в этом турнире. Но темная лошадка у нас команда Ленского района. Они впервые принимают участие в этом турнире. Немного укрепились командой игроками из Мирного, поэтому пока ожидаем серьезной борьбы. В столице Алмазного края прошел районный фольклорный фестиваль школьников. Это мероприятие проходит в Мирном с 2001 года. Раньше фестиваль проходил ежегодно, а с некоторых пор организаторы решили проводить раз в 2 года. Все подробности у Анны Винокуровой. Воспитанницы детского образцового ансамбля «Сударушка» готовятся к своему выходу на сцену. К фольклорному фестивалю «Радуга» девочки готовились долго и попали на гала-концерт мероприятия. Мы чуть волновались, готовились мы несколько месяцев, но у нас все равно одна девочка, когда мы танцуем, она с танцем немного потупливает. Месяца 1,5. Фольклорный фестиваль «Радуга» начался с выставки «Кладовая ремесел». Здесь участники представили свои работы в разных видах прикладного творчества. Всего в фестивале приняли участие более 300 детей от 7 до 18 лет со всех поселений Мирнинского района. Участие в этом фестивале у каждого творческого ребенка и у руководителей ребят дает какие-то новые творческие планы, новые какие-то высоты ставит перед ними, которые потом они стараются завоевать. Участники фестиваля представили свои номера в разных жанрах фольклора. Здесь ребята представили не только якутский и русский фольклор, но всех народов, которые проживают в Алмазном крае. Все выступили очень достойно, и никто неплохо. У всех очень хорошо получилось. Все победители фестиваля фольклора «Радуга» получили заслуженные награды. Теперь талантливые дети Алмазного края встретятся еще через 2 года, чтобы определить лучших. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Аукционный дом «Кристис» выставляет на торги диадему с аквамаринами и бриллиантами работы Фаберже. Редкое ювелирное изделие, принадлежавшее европейским монархам, оценивается в 230-340 тысяч долларов, рассказывает Сергей Берец.
Тиара, изготовленная поставщиком императорского дома Романовых, ювелирной фирмой Фаберже, выставлена в Лондоне на предаукционном показе. Торги пройдут в Женеве 15 мая. Аукцион Кристис оценивает лот в 230-340 тысяч долларов. Специалист по драгоценностям из женевского филиала Макс Фоссет называет тиару с 9 аквамаринами абсолютно прекрасной вещью. Эту историческую тиару в качестве свадебного подарка великий герцог Мекленбург-Шверинский Фридрих Франц IV преподнес своей невесте, принцессе Александре из династии Ганноверов и Кумберлендов в 1904 году. Она украшена символическими изображениями незабудок, перевитых лентами, означающих вечную любовь, и пронзенных стрелами Купидона, что напоминает о ласке, влечении и страсти. Идею подарка будущей супруге Фридриху Францу IV подсказала его мать, великая княжна Анастасия Михайловна, внучка императора Николая I и двоюродная сестра Александра III по мужской линии. Она коллекционировала произведения Фаберже. По словам Фоссета, такие тиары крайне редко встречаются на рынке. Он ожидает, что на предстоящих торгах за нее развернется нешуточный спор между ценителями. В числе других заманчивых предложений великолепное ожерелье с изумрудами и бриллиантами. Оно принадлежало Генриху Орлеанскому, герцогу Амальскому, а затем досталось его крестнице, французской принцессе Елене Орлеанской, в замужестве герцогини Аоста. Наш телеканал продолжает следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.